Случай в Петропавловске-Камчатском произошел еще 10 января, но известно о нем стало только сегодня. Вот кадры видеорегистратора скорой. Машина с включенной сиреной пытается пробраться к подъезду. Водитель иномарки принципиально отказывается ее пускать. Как рассказали врачи реанимобиля, у дома они были через 3 минуты после вызова, но еще 10 минут потеряли, пока пытались уговорить их пропустить. В какой-то момент, по словам медиков, пассажир автомобиля, мужчина, вышел из машины и принялся прыгать на капот скорой. Утихомирить его удалось лишь при помощи прохожих. Когда бригада все-таки добралась до подъезда, врачам осталось лишь констатировать смерть молодого человека. Ему был 21 год. Уступи дорогу быстро! Этот случай не редкость. По словам врача скорой помощи, замглавы профсоюза работников здравоохранения «Действие» Тамары Богдановой, каждому, кто работал в скорой, хоть раз приходилось сталкиваться с нежеланием водителей пропускать реанимобиль. Нас почему-то не пропускают ни на дороге, если едем, даже с сиреной, с мигалками. То есть мы везем срочно тяжелого больного в стационар. Либо это очень серьезный повод: ДТП, падение с высоты, утопление, повешение, то есть разные поводы, да, экстренные. Возлагать всю вину на водителей иномарки нельзя, считает Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Да, формально скорая права, у нее приоритет. Но если цель бригады – спасти пациента, а не доказывать свое превосходство на дороге, то водитель реанимобиля мог бы не стоять на месте в ожидании, пока его пропустят, а объехать несговорчивое авто. Слепое следование формальным правилам, оно ни к чему хорошему никогда не приводило. На то мы и люди, для того, чтобы находить разные выходы из разных жизненных ситуаций. Мы не роботы, мы как раз должны уметь договариваться друг с другом. Случаи, подобные Камчатскому, не редкость. Подчас медикам приходится сталкиваться и с куда большими проблемами. Август 2016-го. Орехово-Зуево, Московская область. Мужчина набросился на врача-рентгенолога. Он привез свою сестру на обследование в городскую больницу, но в результате напал на медика, обвинив его в затягивании приема. Июнь 2016-го, Иркутск. Из-за дорожного конфликта двое молодых людей избили врача и санитара скорой помощи. Один из подсудимых получил условный срок, второй – 6 лет лишения свободы. Август 2014-го, Геленджик. Владелец Роллс-Ройса с московскими номерами Жамарт Каменов избил шофера и фельдшера скорой, приехавший на вызов к больному ребенку, за то, что те плохо припарковались. Каменова приговорили затем к 1 году лишения свободы условно. Сентябрь 2015-го, Симферополь. Мужчина, желая мести за неправильно поставленный диагноз его близкой родственнице, подъехал к станции скорой помощи и открыл огонь по медикам. 3 врачей погибли. Стрелок покончил с собой. По словам главврача Московской первой городской больницы Алексея Света, одно ужесточение законов не поможет. Некоторым водителям нужно еще и привить человечность. Нужно просто делать людей, которые мешают проезду скорой помощи, там еще чего-то, каких-то подобных вещей. Если что-то случается, они должны просто идти как соучастники. Я уже не говорю даже про какой-то моральный аспект. Ну, представь себе, что это могут быть твои родственники, там, твои близкие. Еще в прошлом году Министерство здравоохранения разработало законопроект, который ужесточает наказание за такие случаи. Сейчас документ, он на ваших экранах, на согласовании в правительстве. За посягательство на жизнь врача. По нему можно лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет или вплоть до пожизненного заключения. За насилие, не опасное для жизни и здоровья медработника, получить штраф до 200 тысяч рублей. За опасное грозит лишение свободы на срок до 10 лет.